Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. В эту минуту, в это мгновение, что хотят сказать вам высшие силы. Важная информация для тех, кому попадется это видео в ленте рекомендаций. Это видео найдет вас само. Загадайте, пожалуйста, на себя и на важную информацию от высших сил. Так и спросите, что высшие силы хотят мне сказать. И пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие хорошие, обязательно откроется. Итак, я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ой, какая тяжелая у вас жизнь была. Прям, знаете, как будто бы по раскаленной земле босыми ногами ходили. И какие-то прям колючие палки, как ветки, палки, не знаю, что-то колючее. И вот прям в кровь ранилось ваше тело. Очень много испытаний вы прошли, очень много обиды перенесли, очень много несправедливости с вами случилось, особенно за последнее время. Столько всего плохого, что просто вот обнять и плакать. И вы при этом не сломались, вы не сдались, вы дальше продолжаете смиренно свой путь. Высшие силы вами гордятся, высшие силы вами любуются. Хотите верьте, хотите нет, но вы прошли самое главное испытание в своей жизни. Вы его прошли и прошли очень успешно, очень удачно. Смотрите, те, кто вас обижал, либо те, кто вот испытывал вас на прочность, они все как будто бы сквозь землю проваливаются, а вы в лодке находитесь, вам не провалиться, вам как раз-таки и жить. У вас жизнь только вот-вот начинается, настоящая жизнь. Вот то, что в вашей судьбе прописано. Видите, вы в лодке. А вот эти все люди, они проваливаются и тонут. Те, кто вас обидел, те, кто с вами несправедливо, подло и по-предательски поступил. Те, кто позволял себе лишнего. Те, кто сознательно вас принижал и унижал, они вот сквозь землю проваливаются, вода прибывает, а вы уже в лодке сидите. Вам не страшно. Для вас наоборот это хорошо, потому что выжженная вот эта горячая земля, она теперь водой покроется, вот вся грязь смоется. И вы сможете в своей лодке, ну вот лодка — это жизнь, поплыть туда, куда вам надо. Поплыть туда, о чем вы мечтали, чего хотели получить. Да? Замечательный знак. Скорее всего, это видео и найдет вас, да, в тот момент, когда силы уже на пределе, когда вы уже ни во что не верите, совсем смирились. И вот высшие силы вам открывают, что все будет меняться. Вы прошли свое испытание, вы это сделали. Вы героиня, вы герой. Другие люди бы не справились, а вы справились. Теперь вот час расплаты и ваше освобождение, и ваша награда. Скорее всего, вот эта вода и лодка — это и есть ваша награда. Дальше, мои хорошие, высшие силы говорят о каком-то человеке, который как посланник. Посланник будущего счастья, посланник небес, тот, кто вам по судьбе. Вы буквально приближаетесь к этому человеку, а человек приближается к вам. Встречи не избежать. У вас прям перекресток из судеб. То есть ваши судьбы и жизни, они пересекутся, перекрестком ложатся. И только от вас будет зависеть, ваши две линии жизни сплетутся воедино, либо вы как две прямые параллельные и дальше разойдетесь. Высшие силы говорят, что тот, кто идет к вам, это их избранник. Вот они считают, высшие силы считают, что этот человек вам идеально подойдет. Человек с очень таким теплым и покладистым характером, человек с красивой внешностью, с красивым телом, да, вот услада для глаз. Почему-то мне идет эта услада для глаз, он прям крутится у меня перед глазами, и слышу я это.
Может быть, у вас не было красивых партнеров, да? Мужчина и женщина одинаково предсказания. Может быть, не было, да, и вы всегда думали, вот как это, да, красивые люди. Вот вам сейчас красивого посылают, либо красивую посылают. Услада для глаз. Значит, будете сидеть и любоваться, да, человек с очень красивой внешностью, с прекрасным характером и с большим сердцем, с чистой душой. То есть человек для жизни, для любви, для счастливого будущего. Вот, у вас встреча, ну, буквально, ну, не за горами. Тут вот небольшой временной шаг. У кого-то это 2-3 недели, у кого-то 2-3 месяца. И вы обязательно встретитесь. И так будут складываться обстоятельства в вашей жизни, чтобы эту встречу вам вот никак не удалось избежать. Вы должны встретиться, и вы точно встретитесь. Мало того, здесь показано, что этот человек вас подхватит, видите, себе на спину посадит. Ну, либо положит, уж не знаю. Мне больше идет, что положит. Ну, может, и посадит. И для вас это будет так неожиданно, потому что никто в вашей жизни о вас так не заботился. Скорее, вы о ком-то заботились, но о вас никто не заботился. Никто вас на спине на своей не возил, даже не предлагали, даже не намекали, да, на это. А тот человек вас подхватывает на себя и потащил, да, в домик в свой, где ваше счастье будет. То же самое мужчины, поверьте, бывают сильные женщины, независимые женщины, женщины, у которых вот все есть, она все себе заработала, а любви у нее нет. Поэтому, когда она вас встретит, она увидит ваше доброе сердце, вашу чистую душу. И она с вами щедро поделится тем, ну, чем обладает. Я имею в виду финансовые там обстоятельства жизни. Вот. Ну, если вы женщина, то это как бы тоже, да, мужчина при деньгах, мужчина, у которого все есть. Почему бы с любимой женщиной и не поделиться? Вот, ну, на спину хватает, садит ложь, да, это уже хороший знак, что человек, ваш будущий партнер, либо ваша будущая партнерша, все берет на себя. Единственное, что вот высшие силы, зная вашу скромность, зная ваш характер, что вы, может быть, уже решили ни с кем не сходиться, да, может быть, вы решили посвятить свою жизнь детям, родителям, не знаю, служению, допустим, своему хобби, да, просит вас немножечко, ну, одуматься, да, ведь личное счастье — это самое главное, для чего человек приходит в нашу жизнь. Человек приходит, чтобы пройти испытание и стать счастливым. Вот испытание вы уже закончили. Теперь что? Надо стать счастливым. И вот вам избранника посылают. Это избранник и для вас, и избранник высших сил. Да? То есть хорошего посылают, с кем проблем у вас не будет, а наоборот, с кем все будет хорошо. Вы заслужили себе такого партнера. Может быть, у вас за плечами несколько несчастливых, неудачных браков. А теперь вам идет именно человек для жизни, для любви, для счастья. Не упустите, да, либо попробуйте, хотя бы попробуйте, дайте шанс этим отношениям, и поверьте, вас все устроит, вам все понравится, да, только если вы дадите шанс. Так, еще высшие силы говорят про какое-то предложение, которое нельзя игнорировать. Вам будет сделано предложение. Но опять же, да, вот события параллельно. Возможно, вот мужчина будет, либо женщина предлагать вам отношения. Ни в коем случае нельзя, ну, как игнорировать. Если не про отношения, это может быть предложение по работе, по какой-то занятости, деятельности, может быть медицинское какое-то предложение, там, пройти обследование, ну, либо еще что-то. Нельзя игнорировать. Вам будут предлагать сначала мужчина, потом женщина. Либо они вдвоем, но сначала говорит мужчина, потом женщина говорит. Вот. Нельзя игнорировать и нужно принимать. Принимать, и вы точно не пожалеете. Здесь вот как, если по работе, то вы карьеру сможете сделать, и деньги хорошие заработаете, на хорошем счету будете. А у кого-то, вот кто помоложе, может быть, вы научитесь чему-то новому, потом сами себе фирму организуете, откроете свой бизнес, тоже будете развиваться, почему бы и нет. А с вот этим работодателем еще и в хороших отношениях останетесь, да, может, вообще партнерами в будущем станете. Если это, например, какое-то предложение там, по купле-продаже, да даже, например, там аренде, тоже соглашайтесь, потому что предложение очень выгодное.
и предложение, ну, прям доброе для вас, ну и по судьбе, и вам все будет нравиться, и там и район, и локация, и инфраструктура, и, не знаю, качество, да, цена и качество. Но опять же, вы все разные. Ну, про личное я уже сказала, да, что это вот прям шанс на счастье. Не отказывайтесь, не отказывайтесь, все будет хорошо. Так, дальше. Высшие силы говорят о том, чтобы вы не лезли куда не надо. Не знаю, вы то ли поехать куда-то хотите, то ли кому-то вы хотите, может, вы помочь кому-то хотите, может быть, ну вот какая-то ситуация, она либо с поездкой связана, либо она связана с какой-то вот помощью, да. Может, вас не просят, но вы хотите помочь, да. Может, видите, что человек там ошибается, вы думаете, вот я вмешаюсь и я помогу. Вот, высшие силы говорят, не надо, иначе вы пожалеете. Если вы кому-то станете помогать, так вас еще и виновной сделают, вас осудят. Так и скажут, что вот она полезла, вот она вмешалась, и из-за нее, либо из-за него все теперь так плохо. Даже родственники могут так поступить. Не надо, пусть сами сделают ошибки, исправятся. Не исправятся, ну так судьба у них такая, да, не надо туда лезть. Если вы куда-то хотите поехать, и у вас, например, не получается, потому что высшие силы останавливают, если человеку не нужно ехать, да, у вас не получается, а вы думаете, нет, все равно поеду, наперекор поеду, там, не пускают на поезд, так я на самолете, не пускают в самолет, так я на пароходе, да, ну, понимаете, пешком пойду, да, вот, не надо, вам этого не надо, вам там блоки идут, какие-то вот блоки постоянные, как запреты, блоки, как нет допуска, а вы все равно туда идете, вас все равно как тянет туда, не нужно вам туда, иначе плохое случится, иначе потом пожалеете, либо вас обвинят, сделают крайне, либо крайним еще и будут вас там, знаете, закидывать всякими нехорошими обвинениями. Не делай как добро, не получишь зла. Вот, не надо вам туда. То, что вам надо, то, что по судьбе, у вас получается с первого раза. А то, что не ваше и не по судьбе, вот там у вас всегда какие-то заторы происходят, блоки и запреты стоят. А вот если вы игнорируете это, ну, вспоминайте, у вас же такое уже было, когда вы кому-то помочь хотели, потом вас во всем обвинили, виновной и виновным выставили, оболгали, разбили вам сердце, да, потому что вы в лучших своих намерениях были просто вот сброшены с небес. Да, возможно, человек и выиграл благодаря тому, что вы помогали, но не оценил, не поблагодарил и еще и на вас всех собак повесил, да, еще обвинил вас. Вот. А у кого-то отыграется, что вы куда-то очень сильно хотели поехать, не могли, нашли таки лазейку, но у вас такой характер, вы можете. Вот. Поехали, то кто-то в аварию попал, то какие-то неприятности нажили, деньги потеряли, вещи потеряли, да, вот, ну, все плохо закончилось. Вот. Сейчас блок у вас стоит и просит не лезть туда, куда не надо. Вот если вас останавливают, значит, вам туда не надо. Так, еще. Вот здесь показан момент, связанный с вашей то ли работой, то ли реализацией. У кого-то еще, может, и дело свое есть, ну, как бизнес свой, да. Там проблемы прям серьезные, как будто бы дерево ваше листву теряет. И вы уже его и удобряли, и водичкой родниковой поливали, и там, не знаю, укутывали, уговаривали, и эти, как удобрения, наверное, да, покупали. Что вы только не делали, не получается. Какие-то паразиты подъедают корни вашего дерева, прям подъедают, вот как из-под тишка это делают. Скорее всего, у вас есть завистники, либо у вас есть противники, либо у вас есть конкуренты очень жесткие, которые готовы пойти на все, лишь бы вот своего добиться, да. Смотрите, что говорят высшие силы. Высшие силы говорят, что ваше дерево полностью сбросит листья. И на месте старых листьев появятся почки, и будут новые листочки и цветочки. Все это обновится. Идет, как знаете, какой-то, ну не дождь, скорее всего, циклон. Да, вот похоже на циклон, когда будет сильный ветер, когда будет проливной дождь, когда как будто бы природа сойдет с ума. Ветер перемен, скорее всего, да, буря перемен, я бы даже сказала.
Перемены, которые затронут всех, но затронут по-разному. Для кого-то эти перемены — это как катастрофа, караул, кошмар, пропадаем, погибаем, скорее всего, для ваших конкурентов. А для вас это, наоборот, новые возможности, новые шансы, и это прилив энергии. Вот идет такое время. Его просто нужно дождаться. Мне вообще идет, что это конец года случится. То есть Новый год у вас начнется уже под эгидой перемен, когда вам и солнце будет светить, и дерево ваше уже вас будет радовать новыми листочками и цветочками. А вот эти вот, кто подъедал корни вашего дерева, будут растерзаны и валяться в какой-то яме. Яма, из которой уже им не выбраться. Вот, просто немножко потерпите. Потерпите, и поверьте, вы точно не прогадаете, и вы получите то, что заслужили. А заслужили вы самое лучшее, потому что вы мастер, вы специалист, вы честно делаете свою работу, вы любите свою работу. Это ваше призвание, это ваше предназначение. Вот. Плохие люди по шапке получат и уже не восстановятся. А хорошие, как вы, будут процветать, придет их время. Да, вот это все нечестное смоется и ветром сдуется, а честное вот как в новое движение пойдет, да, в новый рост пойдет. Поэтому не переживайте. Так, еще. Вы почему раздаете свою удачу? Скажите, пожалуйста, вот почему вы ее раздаете? Либо вы не знаете, что вы раздаете. Я вижу, что вы кому-то постоянно что-то даете. Либо одному и тому же человеку, либо разным людям. То есть, есть такое в вашем характере, скорее всего, да, что вы не можете отказать, что вы не можете сказать нет. И кто бы что ни попросил, вы всегда это даете, раздаете и отдаете. Знаете, когда вы что-то отдаете, как будто бы вы вместе, например, с тем, что вы отдаете, пусть будут деньги, да, вы даете кому-то деньги, вы с деньгами отдаете свою удачу. Вот. А может быть, человек, который у вас просит, специально это делает. Просит у вас, дай монеточку, да, дай монеточку, на кофе не хватает, либо на хлебушек не хватает, дай монеточку. Вы даете эту монеточку, человек раз и начитал на нее какой-то нехороший заговор. Вот. К человеку вместе с этой монеточкой все ваше добро перешло, и здоровье, и удача, и везение, и счастье. У человека прям густо, да, и свое, и ваше, а у вас пусто, потому что вы человеку отдали. Надо как-то вам поосторожнее быть и не передавать из рук в руки. И вообще надо как-то ограничивать, что ли, да, помощь. Слишком много раздаете, скорее всего. Слишком много. Да, вы много вырабатываете энергии, но слишком много раздаете. Раздаете больше, чем вырабатываете. Так нельзя, себе в ущерб раздаете. Вы уже свое напомогались, пусть теперь другие помогают. Научитесь говорить «нет», это хороший навык. И также, мои хорошие, вам нужно научиться молчать, когда вас расспрашивают, потому что очень много зависти вокруг вас. И есть люди такие прям, вами озабоченные, да, которые не спят, не едят, все про вас думают, а что у вас там, как у вас жизнь сложилась, сколько у вас там денег, а что у вас там в шифоньере лежит, а что у вас там в личной жизни, да, кто в кровати вашей спит. Понимаете, очень много зависти, очень много интереса. Яркая личность, сильная личность. Конечно, люди интересуются. Вот. И очень часто вас расспрашивают. Кажется, что вопросы такие невинные. Что тут такого, если меня спрашивают о каких-то обычных вещах банальных. Но мне идет, что зависть. Зависть очень сильная через эти расспросы, когда вы честно отвечаете, что да, я трудилась 24/7, деньги заработала, купила себе сапоги хорошие. Сразу начинают завидовать. Почему-то то, что вы 24/7 работали, они не завидуют. А то, что сапоги купили, причем на честно заработанные деньги, тут зависть идет. Это как пример просто был, да. Научитесь на расспросы тоже говорить «нет», либо молчать, либо менять тему. Да? У вас спрашивают, а вы наперекор спрашиваете. У вас спрашивают, а что там ты делаешь, да, как у тебя дела? А вы говорите, а у тебя как дела? Сначала про себя расскажи, да, научитесь этому. Вообще лучше избегать таких всех расспросов и рассказывать про свою жизнь, и про то, что вы там кушаете, сколько зарабатываете, с кем постель делите.
Вот прям отучайте людей от таких вопросов, чтобы они и не только не спрашивали, но и боялись у вас спросить, да, может, такую реакцию показать, что чего ты спрашиваешь, да, не лезь в мою жизнь. Ну вот один раз напугать, чтобы неповадно было, да, и тогда у вас все будет хорошо, зависти будет меньше. Мои хорошие, у вас очень сильный ангел-хранитель. И ваш ангел-хранитель постоянно растет. И я вам скажу почему. Потому что вы очень много делаете добрых дел. И еще у вас помыслы очень светлые и чистые. И ангел-хранитель ваш растет. Если бы вы могли ощутить, либо увидеть, как много беды ангел отвел от вас, вы бы ахнули. К сожалению, да, мир так устроен, что очень много зла. И зло правит этим миром. Миром людей правит зло. Потому что очень легко соблазниться на зло. Но такие чистые и светлые люди, как вы, всегда под прицелом у зла. И очень много кидается вот грязи, злых каких-то намерений в вашу сторону. Но ваш ангел вас защищает. Ваше добро буквально прокладывает вам дорожку в обход этому злу. Мои милые, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.